Здравствуйте! Вы смотрите проект «Якутия в деталях». Мой доктор, с вами Иван Луцкан. Согласно исследованиям отечественных специалистов, проблемы со здоровьем глаз сегодня имеют более чем 20 миллионов россиян. При этом в наши дни зрительные нарушения выявляются в 1,5 раза чаще, чем 15 лет назад. Офтальмологи связывают эту неутешительную статистику с изменением нашего образа жизни и возросшую нагрузку на глаза. О своей работе и о том, как сберечь зрение, мы поговорим с нашей гостьей, главным офтальмологом Минздрава Республики Саха-Якутия, заведующей отделением Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы, кандидатом медицинских наук Екатериной Захаровой. Здравствуйте, Екатерина Кимовна. Здравствуйте. Первый вопрос. На какие исследования в области зрения опираются в современных условиях специалисты? Современные специалисты, конечно, всегда опираются на современные исследования, на достижения последних лет, но прежде всего мы, конечно, проводим это статистические данные, то есть статистика — это царица, можно сказать, везде, во всем, потому что, не зная статистики, мы не сможем никуда двинуться, мы не сможем прогнозировать, допустим, какой у нас сейчас, какие нозологические заболевания, какие превалируют, что нам для этого нужно сделать, как с этим бороться, что мы должны развивать, какую отрасль, какое направление. Поэтому любое медицинское учреждение, любое медицинское подразделение, организация, город, село сдают, или округ, район, республика наша, мы сдаем все годовые отчеты. Годовые отчеты, где у нас мы отчитываемся по определенным, так сказать, и нозологиям, и по заболеваемости, то есть по определенным критериям составляется годовой отчет, из которого уже видно, что же превалирует, например, на данной территории, какое заболевание, что с этим делать и как с этим бороться. И что, например, есть для этого, для борьбы, какой потенциал есть у данной организации, опять же, округа, деревни, села, республики. И вот таким образом, мы, издавая наши отчеты ежегодные, мы, естественно, знаем, что у нас достаточно высокая заболеваемость глазными болезнями на территории нашей республики. Данные у нас достаточно высокие, на протяжении, будем говорить, 2 десятков лет, наверное, вот это отслеживается. То, что наши показатели выше показателей Российской Федерации. И на сегодня, например, в 2024 году интенсивный показатель у нас по общей заболеваемости стал, конечно, несколько пониже, но он выше, чем в Российской Федерации, составляет где-то 12 тысяч на 100 тысяч взрослого населения. Это если мы берем взрослое население. Только при этом хочется, как сказать, подчеркнуть, что это вот не просто такая цифра, взятая вот откуда-то. Она, конечно, по сравнению, например, вот мы проводили тоже анализ по сравнению за десятилетний промежуток, она у нас несколько снизилась. Но между тем в определенных нозологиях она выросла. Вот заболеваемость по поводу катаракты выросла, например, за 10 лет на 8,5%, глаукомой более чем на 19%. И, в общем-то, мы это связываем с тем, что, несмотря на это, первичная заболеваемость у нас как бы находится на одном уровне. Вот на протяжении этих 10 лет. То есть, проделав тоже исследовательскую работу, проанализировав цифры, которые нам представил наш ЕРМИАЦ, мы с вами знаем, что растет продолжительность жизни. И на сегодня, вот, например, людей старшего возраста, старше пенсионного возраста, 61 год и старше, их увеличилось по сравнению с 2014 годом более чем на 34%. Если у нас увеличивается количество людей пожилого возраста, можно ожидать, что заболеваемость глазными болезнями, общая заболеваемость, конечно, будет расти. Как часто стоит обращаться к окулисту при возникновении каких проблем со зрением? Я бы сказала так, конечно, что это все зависит еще от того, что у нас, в каком возрасте у нас человек находится. Но вообще, я считаю, как специалист, уже проработав достаточно большое количество времени и будучи офтальмохирургом, я считаю, что зрение нужно проверять ежегодно. Особенно лицам старше 40 лет, особенно если имеются какие-то
генетические, так сказать, предрасположенности. Допустим, есть наследственная, ну не наследственная, а в семье есть больные с глаукомой. Если у мамы была глаукома, у папы глаукома, естественно, после 40 лет надо обязательно ежегодно измерять внутриглазное давление и пристально по этому поводу обследоваться. Если у родителей близорукость высокой степени, значит, мы можем ожидать, что у ребенка тоже будет близорукость высокой степени. Такому ребенку нужно уделить пристальное внимание и проверять его, может быть, даже не раз в год, а 2 раза в год. А вот вы начали про заболевания, которые распространены у котян, да, там глаукома, катаракта. А какие еще вот за последние 10 лет выходят на первое место в статистике? Ну вот в структуре общей заболеваемости у нас структура на протяжении, можно сказать, 20 лет практически не меняется. Практически. То есть на первом месте у нас всегда нарушение рефракции и аккомодации. И это, как всегда, царица, это близорукость. Миопия высокая. Миопия, и в том числе высокой степени, это то, что у нас превалирует на территории нашей республики. А далее у нас идет или глаукома, или катаракта, они периодически меняются, так сказать, местами. Но вот нарушение рефракции, конечно, я считаю, что это заболевание характерно, оно вообще растет во всем мире, вследствие того, что у нас современная жизнь предъявляет очень высокие требования к работе на близком расстоянии, и мы с детства уже знаем, что ну, ребенок без гаджетов — это никак, потому что и в школе сейчас и задания, наверное, и все эти расписания, все это отправляется, может быть, по WhatsApp или по телефону. Вот, и без компьютеров обучение невозможно. Да любая специальность без компьютера невозможна. Поэтому работа на близком расстоянии — это то, что нам сейчас необходимо, нужно. Поэтому если человек говорит организму: «Дайте мне возможность видеть близко», организм отвечает на его требования. С учетом того, что это наша республика, то есть у нас все-таки очень длинная продолжительная зима, у нас, получается, нет условий для того, чтобы мы могли с вами выполнять ежедневные длительные прогулки на свежем воздухе. В минус 50 это, конечно, не будет очень хорошо. Поэтому, естественно, мы все время находимся в замкнутом пространстве. В таком же замкнутом пространстве, то есть это 5 метров в лучшем случае, да, находятся наши дети. Поэтому ожидаемо, конечно, что у нас рост близорукости будет идти дальше. Ну, вот люди часто еще обращаются с вопросами по поводу сухого глаза, синдрома. И как быть с этим? Вот насколько в Якутии он распространен у нас? Ну, и сухой глаз, я считаю, что это у нас краевая патология. К сожалению, да, потому что у нас очень длительный отопительный сезон, очень длительный, очень сухая температура в квартирах, и на улице-то мороз сухой. В общем-то, тоже вот эти низкие температуры, они тоже не способствуют, они очень влияют на биомеханическое состояние роговицы, вызывают ее утолщение, повышают ее жесткость, и все это ведет к нарушению слезной пленки. Поэтому, конечно, сухой глаз — это для нас проблема. Вот в наших окружающих условиях это проблема. Плюс еще раз я говорю, эти зрительные нагрузки постоянные. Очень много людей в очках. Люди в очках, выполняя работу близко, очень редко мигают, присматриваются, фактически таращат свои глаза. Поэтому очень много людей носят контактные линзы. Поэтому, конечно, сухой глаз для нас такая тема очень актуальная в нашем регионе. Но здесь единственное, конечно, помимо закапывания увлажняющих капель, могу посоветовать все-таки, как всегда, ну, первое, это можно увлажнять воздух в помещении. Первое, что можно сделать, ставить увлажнители различные. Ну и другое, все-таки, если это молодое поколение, уже жалуются на сухой глаз, ну, надо, наверное, спортом заниматься. Если вы будете сидеть 3-4 часа возле компьютера неотрывно, смотря в него, конечно, будет сухой глаз. Но надо совмещать свою жизнь с хорошей физической нагрузкой каждый день, к сожалению. Вот мы про группу риска только что сказали по синдрому сухого глаза. А вот какая группа риска по глаукоме, например, по катаракте? Ну, по глаукоме, конечно, группа риска, мы всегда знаем, что глаукома, вот, к сожалению, мы говорим, что этническая принадлежность — это тоже уже риск глаукомы определенный, потому что, например, вот для инуитов Аляски характерна чисто закрытоугольная глаукома. Потом то, что у нас наследуются определенные анатомические особенности глаз. Это тоже нормально. Это нормально, и это оно характерно для определенной этнической популяции. Вот для нашего коренного населения характерны все-таки короткие глаза,
большей степени. И для нас характерно распространение такой формы глаукомы, как закрытоугольная глаукома. А если мы раньше считали, что углы открытые, ну, углы оттока, будем так говорить, внутриглазной жидкости открытые, но они узкие, это уже открытоугольная глаукома. Сейчас изменилось это соотношение, и я считаю, что это совершенно правильно, что у нас достаточно много, больше 50% все-таки закрытоугольная глаукома среди населения. Но хочу сказать, что вовремя выполненная хирургия катаракты на такой глаукоме может дать десятилетия и даже больше здоровой жизни без глаукомы, с минимальным закапыванием, либо без прогрессирования, либо даже без закапывания капель, если эта операция сделана вовремя, в отличие от открытоугольной глаукомы. Вот как понять, что у человека есть проблемы со зрением? Ну вот как люди приходят, они обычно жалуются на снижение зрения. Вот, и всегда я говорю, и с молодыми докторами, когда разговариваю, я всегда говорю, вы спросите, на что человек жалуется. Прежде всего, да, потому что человек, он озвучит свою проблему. Вот, и надо внимательно слушать ее. Если он говорит, я вижу все хуже и хуже, я говорю, а как это проявляется? Скажите, как вы видите хуже? Вот они отвечают, я, например, меняю очки, раньше носила -7, а сейчас -9. И уже можно понять по жалобе пациента, что мы ожидаем, что у этого человека прогрессирует катаракта, хрусталик меняется. Либо еще какие-то... Вот, я вижу пятно перед глазом. Человек жалуется. Это что уже? Сразу можно сказать, что мы можем подозревать заболевание сетчатки у этого человека. Или вот это вот очень такая, знаете, жалоба, очень характерная иногда бывает для заболеваний сетчатки, именно для макулярной области, когда человек жалуется. Я вроде вижу иногда и не вижу. Вроде проморгаюсь, потом вижу, а потом опять не вижу. Вот тут нужно очень внимательно подойти, и все-таки вот таким пациентам как раз нужны специальные исследования, такие как оптическая рекуррентная томография, для того, чтобы понимать, что у него в макулярной зоне находится. Вот что скрывается под термином «куриная слепота»? Куриная слепота — это очень, так сказать, вот когда к нему относятся так, что это такое безобидное состояние, а я хочу сказать, куриная слепота — это очень серьезное заболевание, и, в принципе, под этим термином может скрываться очень серьезнейшее заболевание. Такие, например, как наследственная дистрофия сетчатки, пигментный ретинит, дистрофия сетчатки Штаргарта. То есть нужно здесь, когда вам говорят, что я в темноте все время не вижу, нужно обязательно расширять зрачок. Не лениться и смотреть такому больному глазное дно как следует, прицельно. Как часто якутяне обращаются в Центр неотложной офтальмологической помощи? Ну, наш Центр неотложной помощи, он работает, по-моему, с колоссальной нагрузкой, и там постоянный аншлаг. Количество, там, которое я вот интересовалась, ну, говорят, или 100, или под 100, или за 100. Или за 100, и, к сожалению, это львиная доля либо воспалительные заболевания глаз, либо травмы какие-то, инородные тела, еще что-то, царинки какие-то в глаз. Вот треть этих пациентов составляют дети. Так что это постоянно востребованная помощь. Насколько травма глаза может привести к полной утрате зрения? Ну, конечно, травма глаза может привести к полной утрате зрения, потому что глаз структура очень тонкая. И здесь, конечно, иногда, когда видишь, что травма нанесла очень тяжелую потерю, что здесь восстановление функции уже невозможно, то есть нет специализированных уже отделов сетчатки, мы не можем ничем помочь человеку. Очень печально, но иногда вынуждены это говорить. Очень тяжело, конечно, вот эти тяжелые контузии, тяжелые ранения, инородные тела, тяжелые воспалительные заболевания. Конечно, это все очень печально, но, к сожалению, мы не всегда можем помочь. То есть такого, знаете, чтобы взять и посадить, до сих пор нет искусственной роговицы, на которую мы все ждем каждый год. Ну вот если вот взять по заболеваниям, которые вы перечислили, глаукома, катаракта, макулярная дистрофия и так далее, вот из них какое заболевание играет более жесткую роль с точки зрения полной утраты зрения? Ну, конечно, глаукома. Конечно, глаукома. Глаукома — это основное заболевание, это притча во языцах, камень преткновения. Это то, что мы не можем, с чем мы не можем справиться. Иногда просто приходится разводить руками, потому что глаукома зрение забирает совсем.
Самое печальное, что глаукома, особенно открытоугольная глаукома, фактически фатальное заболевание. Вот смотрите, вдумайтесь, характеристика этого заболевания. Когда я с больным встречаюсь, я говорю, можно вы послушайте, что я скажу, что это заболевание двух глаз неуклонно прогрессирующее. Неуклонно прогрессирующее. Что бы мы ни делали, оно все равно приведет к снижению функций. Поэтому вот я пытаюсь просто достучаться, чтобы люди понимали и наблюдались. И чтобы была комплаентность очень хорошая с врачом. Потому что если этого не будет, в самом начале, как правило, упускается самое начало. Первая, вторая стадия. Она пациентами недооценивается. Они плохо капают капли. Типа того, что вот сейчас мне дали бесплатный рецепт, а в следующий месяц не дали, я подожду до следующего месяца. Именно вот в этот месяц происходит потеря зрительных функций, которые, к сожалению, не восстановятся никогда. Мы их никогда не вернем. Или вот это тоже я неделю капаю, неделю отдыхаю. Некоторые так себе придумывают. То есть я вот с больными разговариваю, я вот даже, когда выезжаю в районы, спрашиваю у больных, вот, а вы, говорю, капаете капли? Я говорю, как постоянно вы капаете капли? Ой, я постоянно капаю капли. Ну вот этот месяц отдыхаю. Ну что это за отдыхи? Именно вот в этот отдых происходит потеря зрительных функций. Поэтому я говорю, очень вот пытаюсь всегда и нашим коллегам тоже донести, что вы должны настолько показать пациенту, что это очень серьезное заболевание, с которым мы, к сожалению, уже ничего не сможем потом сделать. Мы не можем эти зрительные функции ниоткуда взять. И это будет очень большая печаль потом. И надо все-таки понимать, и вот я и вас почему прошу про глаукому остановиться более подробно, что на данный момент никто в мире не может вернуть зрение при глаукоме. Никто не сможет. Вот потому что у нас люди любят верить в чудеса. Ни пересадки зрительного нерва нет. Зрительный нерв не пересаживается, глаз не пересаживается. К сожалению, вернуть функции при глаукоме практически невозможно. Но если выполнять все назначения врачебные вовремя, с самого начала, то вы можете сохранить зрение на долгие годы. И хирургическое лечение, вот сейчас же тактика тоже поменялась. Если раньше у нас была тактика, мы оперируем только тогда, когда не помогают капли, то сейчас уже совсем другие позиции. Сейчас говорят, если вы поставили глаукому второй стадии, пожалуйте на операцию. То есть оперировать надо сейчас раньше. Потому что, к сожалению, когда оперируешь на третьей стадии, уже сохранить это зрение практически бывает очень сложно. Если есть процесс апоптоза, то есть отмирания уже этих нервных волокон, его, к сожалению, уже ничем не остановишь. Поэтому сейчас даже говорят настолько о ранней диагностике, вот эта препериметрическая глаукома, что, в принципе, нам тоже над этим надо работать и внедрять ее в массы. Но это, конечно, тоже может некоторую гипердиагностику дать, в какой-то степени, может быть. Но просто у нас сейчас есть возможности, вот благодаря вам в том числе, вы же у нас оснастили все наши филиалы оптическими когерентными томографами. Сегодня они есть у нас в районах, то есть мы можем сейчас и в Алекминске сделать УКТ, в Нерюнгри, в Ленске, в Алдане, то есть в Сунтарах, в Нюрбе. То есть на сегодня диагностика на оптическом когерентном томографе возможна. И там вот эта морфология именно, то есть ранние изменения зрительных, этого зрительного нерва, они все видны. И я всегда говорю, когда мне вот говорят, а что тут, зачем делаете? И так видно, что глаукома. Я говорю, для динамики дальнейшей. Для дальнейшей динамики. Он к вам придет через год и скажет, я вроде вижу нормально. И зачем мне оперироваться? Капли капаю, давление 22, говорю. А вы повторите ему вот эту вот томографию, и вы увидите. Потому что там есть специальные показатели, такие как слой нервных волокон, сетчатки, ганглиозные клетки. И вы посмотрите, и эта динамика никуда от вас не уйдет. Вы сразу увидите, каков процесс. Потому что вот очень часто наблюдаешь людей, один глаз прооперировали, а второй не надо делать. Я капаю каплю, у меня все хорошо. А мы делаем томографию и видим, функции-то снижаются, вас надо оперировать. Поэтому на сегодня я считаю, что у нас достаточно возможностей для ранней диагностики и для, так сказать, динамического наблюдения, правильного динамического наблюдения и сопровождения этих пациентов во многих местах, очень во многих. Ну вот
как раз хочу дополнить Екатерину Кимовну, то, о чем она сказала. В любом случае операцию назначает только врач. Если вы видите диагноз, не надо бежать сразу трясти этим направлением, говорить, что вот вам операция вот прямо сейчас, здесь и сейчас. Потому что иногда операция может быть и противопоказана с диагнозом. Поэтому тактику будет определять только лечащий врач. Сначала по месту жительства, и если есть необходимость, то он тогда направит в офтальмологическую больницу. Но глаукома — это то заболевание, которое ведется в первую очередь у своего участкового офтальмолога. Потому что за тем же самым внутриглазным давлением надо следить на месте, а не выезжать ради этой процедуры в город Якутск за 1000 километров. Конечно. Вот вопрос от зрителя. В кабинете офтальмолога мы всегда видим таблицу с буквами ШБМНК, которые заставляют читать офтальмолог. Для чего они нужны и как проходит это обследование? Ну, это для определения остроты зрения. Это таблица Головина-Сивцева, и существуют специальные оптотипы. А без них мы никуда. То есть мы должны увидеть, какова острота зрения у человека. Поэтому без проверки зрения мы никуда не можем двигаться. Помимо этого еще выполняется обязательно измерение внутриглазного давления и измерение полей зрения. Это тот минимум, который обязательно мы должны сделать. Это та база, на котором основывается прием любого врача-офтальмолога, потому что, посмотрев вот на эти функции, он уже может предположительно думать о каком-то диагнозе. Поэтому это обязательное исследование. Угу. Вот теперь по поводу назначения операций при той или иной патологии. Ну, давайте немножко о катаракте. Что это такое и каким образом оперируется, и какие показания для назначения этого вида операции? Ну, катаракта, это мы знаем, что у нас это помутнение хрусталика, то есть наш хрусталик в молодости прозрачный, мягкий, эластичный, который выполняет все запросы человеческого организма. Если человеку надо посмотреть вдали, он изменяет свою кривизну вследствие того, что там целый аккомодационный аппарат работает, и хрусталик в этом играет очень важную роль. Основная роль хрусталика — это сконцентрировать все лучи, которые мы получаем вот, из окружающей среды, на сетчатке, сфокусировать там. И, я говорю еще раз, помочь человеку видеть далеко и близко. Вот когда человек с хорошим зрением, он у нас видит прекрасно далеко и близко, в этом очень активно участвует хрусталик. Но в молодости он у нас такой молодой, задорный, эластичный и такой прекрасный. К сожалению, с возрастом он у нас теряет свою эластичность. А вы, наверное, это многие знаете, после 40 лет люди начинают испытывать сложности с работой близко. С работой близко, и это связано с тем, что хрусталик теряет свою эластичность. Он уже не может так загибаться и разгибаться, то есть быть то худеньким, то толстеньким по запросу вашего организма. Вот, и поэтому человек испытывает сложности, ему нужны уже очки для близи, для чтения. К сожалению, с возрастом этот хрусталик еще больше уплотняется. Он, как ногти и волосы, растет всю жизнь. Это коллаген. Коллаген сдвигается к центру, формируется такое плотное ядро, которое, к сожалению, с возрастом теряет свою прозрачность. И поэтому, конечно, неполную катаракту надо оперировать. Катаракта, она снижает зрительные функции. А основные показания для операции — это когда зрительные функции не больше 5-го ряда по таблице Головина-Сивцева с максимальной коррекцией. То есть это уже может снижать профессиональные, так сказать, потребности человека. Поэтому определена такая острота зрения, которая является стандартом, когда мы можем выполнять с вами хирургию катаракты. Хирургия катаракты выполняется сейчас везде на всей территории России через маленький разрез. Большим разрезом уже не выполняется. Через маленький разрез, буквально 2,2 мм, удаляется с помощью факоэмульсификатора, ультразвуком удаляется ядро хрусталика и кортикальные массы. И именно в капсульную сохраняется капсульный мешок от хрусталика, и именно туда имплантируется искусственный хрусталик, тоже через маленький разрез. Большинство хрусталиков имеют такую форму доллара. Вот. Но это большинство. Существуют еще и такие в виде продолговатые различные формы хрусталики, но большинство, к сожалению, имеют вот такую форму, то есть есть гаптические элементы S-образные, которые помогают расположению хрусталика в капсульной сумке, и в результате человек начинает видеть. То есть хрусталик у нас на сегодня все практически хрусталики снабжены специальными светофильтрами, которые защищают сетчатку от пагубного синего цвета.
Вот. И тут в зависимости уже от того, какой хрусталик вам имплантируется, таковы будут и функции. То есть если это монофокальный хрусталик хорошего качества, то человек получит остроту зрения вдаль, если у него высокое зрение. Но для близи будет одевать очки. +1,5, +2. Вот как раз о коррекции зрения. Следующий вопрос. Как она проводится и по каким показаниям? Коррекция зрения, она проводится у нас сейчас различными методиками. Существуют разные виды коррекции зрения. На сегодня у нас приобретен очень хороший лазер, который помогает выполнять данную процедуру тоже через маленький разрез. Уже для этого не надо вырезать очень большую крышку на роговице, а достаточно буквально небольшого разреза. И этот лазер формирует внутри роговицы ту лентикулу, то есть тот слой, который можно удалить безболезненно для пациента и, так сказать, безопасно для него, и в результате уменьшить толщину центральной роговицы. В результате у человека может улучшиться острота зрения. Ведь что такое близорукость? Близорукость — это большой глаз. Большой глаз, увеличенный в размере. Если у нас в норме глаз в среднем 23-24 мм, у каждого свой, сейчас масса приборов, которые позволяют измерить размер глазного яблока, то смысл операции заключается в том, у близоруких в чем? Как можно уменьшить глаз? Истончить роговицу. Поэтому, конечно, основной допуск — это достаточная толщина роговицы. То есть если у нас в норме роговица 3 пятерки, 555 микромикрон, желательно, чтобы она была чуть-чуть потолще, для того, чтобы мы могли ее истончить, наши рефракционные хирурги, и сделать роговицу чуть потоньше. Это и позволяет улучшить остроту зрения. Но, опять же, я говорю, это не вылечивает человека, это позволяет улучшить остроту зрения вдаль. Поскольку это молодой человек, у него еще есть аккомодационные функции все хорошие, хрусталик его двигается хорошо, то он видит хорошо и близко. Поэтому на сегодня рефракционная хирургия, которая выполняется вот сейчас, это методика SMILE, это очень прогрессивная методика, которая позволяет выполнить эту процедуру безопасно, в принципе, безболезненно совершенно, и для человека без всяких последствий. Вот так. Не могу не задать вопрос, который чаще всего задают и мне тоже пациенты. Вы рекомендуете коррекцию, да, а сами в очках ходите? Да. У меня немножко хорошо. У меня немножко другая ситуация. У меня не близорукость, у меня гиперметропия. А вот лично у меня, я думаю, да, мне тоже предстоит скорая операция, скорее всего, по замене хрусталика и, может быть, даже с рефракционной целью. Поэтому операции делаются. Операции выполняются большинством хирургов тоже. И, в принципе, у нас на сегодня есть долгосрочные результаты операций, как и рефракционной хирургии, как по замене прозрачного хрусталика с рефракционной целью. Тоже есть долгосрочные уже результаты больше 10 лет. Люди имеют высокое зрение, и никаких последствий для глаз это не принесло. Поэтому я считаю, что это очень перспективное направление. Улучшить качество жизни, например, человеку даже с высокой близорукостью, если это будем, допустим, больше, чем -15, -17, такие же пациенты даже не могут носить такую коррекцию. И после операции, например, по замене хрусталика и имплантации искусственного хрусталика, такого, конечно, дорогостоящий, но что делать? И при этом, если сетчатка целая в центре, мы иногда получаем очень высокую остроту зрения. И у человека меняется весь мир. Это же качество жизни. Но мне всегда хочется, я всегда таким больным объясняю, что мы вас не вылечили, мы вас просто хорошо откоррегировали. То есть все те, к сожалению, изменения, которые могут быть у близорукого человека с возрастом, такие как дистрофия сетчатки, отслоение сетчатки, либо глаукома нормального давления, они, к сожалению, все могут быть. Но если мы улучшаем ему качество жизни на 10 лет и более, на какой-то достаточно большой промежуток времени, это же просто здорово.
Да, просто я почему про очки спросил, потому что не надо думать, что у офтальмолога, вот кроме там, той же самой миопии, не может быть и каких-то других заболеваний или тех же самых противопоказаний, которые говорили в Конечно. клинике. Например, тонкая роговица. Ну, там невозможно просто сделать операцию, соответственно, человек будет в очках. Он бы и хотел бы это сделать, но показаний к этому нет. Ну или пресбиопия, про которую я не могу тоже не спросить. Вот все пугаются, ой, все, 40 лет, что-то стал плохо видеть, читать плохо стал и так далее. Стоит ли бояться пресбиопии? Ну, пресбиопии не стоит бояться, конечно, потому что, ну, с пресбиопией, конечно, это, конечно, печально. Это печально, я сама это проходила. Это печально, мне придется посочувствовать людям, у которых это началось. Но, например, сегодня есть и достаточно хорошие медикаментозные капли, например, тот же Каталин, да, утверждают, что сейчас, вот они сейчас очень хорошо зашли на наш рынок российский, и утверждают, что прямо останавливает пресбиопию на какой-то определенный промежуток времени. Это японские капли вот эти. Но также с пресбиопией мы можем, в общем-то, я говорю, выполнить и рефракционную хирургию, но тут нужно, конечно, все взвесить, все плюсы за, все плюсы и минусы. То есть нужны дополнительные исследования, сетчатки, обязательно макулярную зону надо посмотреть, периферию сетчатки, посмотреть, насколько мы можем не навредить человеку данной хирургии. А вот, допустим, вот в части развития врачей, как часто происходят выезды для обучения врачей-офтальмологов? Ну, вот насчет выездов. Я, во-первых, хочу сказать, что у нас здесь ежегодно проходят конференции. 3 конференции наши, так сказать, постоянные. 3 конференции, которые мы проводим 3 раза в год, когда мы собираем всех наших врачей республики, которые могут приехать, по Zoom услышать нас. И мы для этого прилагаем все усилия. Вот, всегда постараемся, чтобы эти конференции проходили на злободневные темы. Потому что мы знаем, что, например, важно нам сейчас. А что такое, чтобы вот нам для этого по глаукоме традиционная наша конференция, которая проходит у нас всегда весной, и вот сейчас будет 21 марта, она всегда посвящена глаукоме в большей степени. И мы там рассматриваем разные вопросы. Это и глаукома псевдоэксфолиативная, и глаукома нормального давления, и как бороться с острыми приступами глаукомы, и что такое короткие глаза, и что такое длинные глаза. Поэтому я считаю, что у нас достаточно много мы приносим вот для образовательный процесс у нас достаточно хорош. Ну и плюс сейчас вот эти требования, клинические рекомендации все должны знать. А вот, кстати, по поводу выезда врачей в районы республики, насколько сейчас увеличилось количество? Ну, количество врачей выездов вообще увеличилось в разы. Вот уже в 2023 году была цифра 1500 сделанных на выезде, а сейчас я думаю, что эта цифра будет уже за 2000, поскольку сейчас приобретено новое оборудование, и сейчас у нас одновременно могут работать 2 бригады в 2 районах одновременно. Вот. Ну и плюс мастерство хирургов растет, и сейчас молодежь еще подтянулась тоже, поэтому сейчас количество хирургов, подготовленных к выездной работе, достаточное. И я считаю, что мы выполняем сейчас вот, очень хорошую функцию несем. Почему? Потому что, еще раз говорю, у нас много закрытоугольной глаукомы нашему населению, и она дебютирует в 60 лет. Дебют начинается в 60 лет. И большинство женщин. Мое лицо. Да, поэтому то, что мы выполняем вовремя хирургию катаракты, то есть у людей она не перезревает, она не существует долго, потому что даже долгодлительная существующая катаракта, она тоже оказывает очень плохое воздействие, ну и на зрительный нерв в том числе, да, на развитие того, что может и глаукома, и давление может подниматься. Поэтому это очень хорошая функция. Ага. Спасибо большое, Екатерина Кирилловна, что нашли время и подошли сегодня в студию. Я хочу напомнить нашим телезрителям, что интересную беседу мы провели с главным внештатным офтальмологом Минздрава Республики Саха-Якутия, заведующей отделением Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы, кандидатом медицинских наук Екатериной Кимовной Захаровой. Говорили мы о проблемах зрения, с которыми чаще всего обращаются якутяне. На этом выпуск программы «Якутия. Детали. Мой доктор» подошел к концу. Желаю вам всего самого хорошего. Смотрите нас по будням в 19:15. Мы рассказываем о том, чем живет здравоохранение Республики Саха-Якутия. Здоровья вам. До свидания.